В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Укшара. Здравствуйте. 22-23 августа в Сухуме пройдет международная конференция на тему «10 лет признания. Итоги и перспективы», организованная Министерством иностранных дел Абхазии. В рамках конференции будут работать 6 круглых столов. Роль первого президента Республики Абхазия в становлении государственности, Абхазия в контексте современных угроз и вызовов, аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром, диаспоральный ресурс Республики Абхазия, межпарламентское сотрудничество и парламентская дипломатия, экономические, политические и социальные аспекты взаимодействия России и Абхазии. В ходе международной конференции состоится презентация международного движения «Про-Абхазия» неформального общественного объединения, способствующего распространению объективной информации о республике. В конце июля Кабинет министров Абхазии утвердил перечень жизненно необходимых лекарств для пенсионеров. В рамках постановления для граждан пенсионного возраста была установлена минимальная ставка на определенные лекарственные препараты. Но на деле государственные аптеки, как и частные, до сих пор не приступили к исполнению принятого правительством решения. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. 89 наименований вошли в перечень жизненно необходимых лекарственных средств для людей пенсионного возраста, а именно препараты для нормализации давления, кроворазжижающие, от сердечно-сосудистых заболеваний и другие. В перечень вошли также и дорогостоящие препараты, и дешевые. В принятом правительством постановлении прописано, что реализация лекарств будет осуществляться во всех аптеках без исключения. На сегодняшний день закон хоть и вступил в силу, но не работает. Постановление было принято с целью защиты социальной поддержки вот этой категории граждан, имеется в виду пенсионеров по возрасту, поскольку они в большинстве своем страдают разными заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми заболеваниями. Препараты достаточно дорогие. Если пациент не входит в ту или иную льготную категорию по получению бесплатных препаратов, имеется в виду в рамках лекарственного соглашения между Россией и Абхазией о обеспечении льготной категории граждан бесплатными медицинскими препаратами, изделиями медицинского назначения, то в этой ситуации, конечно, есть необходимость того, чтобы эти люди могли приобрести, купить препараты по ценам ниже розничных. Когда мы общались с руководителями коммерческих аптечных учреждений, они, собственно говоря, выразили понимание и поддержку в том плане, что готовы содействовать государству в решении этих социальных вопросов. Проблема в другом, в том, что им необходимо время для того, чтобы урегулировать технические вопросы. То есть необходимо подготовить соответствующие условия в порядке организации обеспечения лекарственными препаратами указано, что необходимо отдельные витрины, подготовить журнал регистрации пенсионеров и, соответственно, провести все перерасчеты. Но у них несколько иное видение того, как осуществить механизм этих перерасчетов. Подчеркиваю, они поддерживают это постановление, но необходимо время для того, чтобы урегулировать данный вопрос. При реализации постановления люди пенсионного возраста будут иметь возможность покупать лекарства из этого перечня с 20 и 25% скидкой. При этом лекарства, стоимость которых превышает 500 рублей, будут отпускаться пенсионерам с 20% скидкой. На сегодняшний день количество пенсионеров по всей стране составляет 50 тысяч человек. Считаю, что данное постановление это является социально ориентированным постановлением. Принятие Кабинета министров такого постановления даст такой очень положительный эффект для наших пенсионеров, для наших больных людей, люди, которые обращаются в соответствующие учреждения. Думаю, что и в дальнейшем это постановление будет иметь развитие. Считаем, что необходимо инструктивные материалы подготовить и в дальнейшем
Уверен, что и Министерство здравоохранения будет готовить соответствующие инструктивные материалы. Вот. Почему? Потому что мы двигаемся вперед. Возможно, будут какие-то доработки внесены в это постановление. На сегодняшний день в Абхазии около 300 аптек и фармацевтических фирм, но только 3 аптеки из всего количества являются государственными, да и они еще не приступили к реализации проекта. По мнению директора предприятия «Абхазфармация» Рустама Адлиба, постановление нуждается в доработке. Постановление вышло, вступило в силу, но пока на данный момент существует ряд технических деталей, которые находятся в стадии согласования. По какой форме, по какому механизму, соответственно, будет идти этот отпуск. То есть по предъявлению удостоверения, либо еще рецептурный, возможно, будет отпуск. Я считаю, это мое мнение, что было бы более правильно, если бы, соответственно, были бы рецептурные бланки параллельно, чтобы вести учет, во-первых. Во-вторых, удостоверение личности очень сложно в аптечном учреждении по мере отпуска там присмотреть на фотографию, удостоверение могут предъявить, иногда бывает у нас разные ситуации. Непосредственно мы в том числе готовим еще для реализации этого постановления, в том числе и не только этого, пытаемся сейчас открывать аптеки в районах, чтобы везде, в каждом районе была представлена государственная аптека. Постановлением не предусматриваются субсидии аптекам из-за разницы в цене лекарств, но при этом Министерством здравоохранения будет создано отдельное управление по надзору за фармацевтической деятельностью, которое непосредственно будет осуществлять контроль за отпуском медикаментов в целом, а также по данному постановлению в частности. Если владельцы аптек не будут соблюдать правила постановления, то их привлекут к ответственности. Рената Шакая, Саиду Гухава, Абхазское телевидение. Большой ущерб сельскому хозяйству Гудаутского района наносит американская бабочка. Полчища насекомых-вредителей сначала пожирают листья тутовых деревьев, а затем переходят к фруктовым насаждениям и винограду. Особенно пострадали села Мгудзурхо и Отхара. Здесь, пожалуй, нет ни одного подворья, которого не коснулся бы вредитель. Кроны деревьев практически изъедены бабочкой и гусеницами. Сельчане не в состоянии справиться самостоятельно с новой напастью и просят поддержки государства. На месте побывали специалисты Абхазсельхознадзора. У нас в Абхазии дают 2 поколения. Первое поколение – это июль, а второе поколение – июль-август. Из-за погодных условий дала сильные вспышки. Первое. Второе, что причина, что-то в Российской Федерации, граничащей с Абхазией, в Адлере, в Сочи, больше, чем у нас. Оттуда она пришла. А в сторону восточной части Абхазии там меньше. Сейчас, во-первых, они пошли на окукливание, пошли. Вот трагедия получилась у нас. Сейчас они уже не питаются, а окукливаются. Своевременно мы, видимо, мы опоздали. Коконы делают, грубо говоря. Грубо говоря, коконы делают. Возможно, мы чуть-чуть опоздали мы. Уже лечение такого эффекта не даст. Они уже окукливают, идут в дома, в квартиры лезут. Они идут, где под корой спрячутся, кокон делают, и получается, что кокон до будущего года может. А если будут погодные условия, она может дать 3-ю вспышку даст. Если возможно, мы зависим от погоды. Могут еще и вылупиться. Вылупиться могут из погодных условий. Если будет жара, могут вылупиться. Из биологии вредителя не то, что мы провели лечение, лет 5-6 может дать сильную вспышку, а после пойдет на спад пойдет. Такое же самое было в 85 году, 85, 6, 7, 8, где-то 6 лет была сильная. После пошла на спад. Во-первых, в прошлом году вспышки не было. В этом году сильная вспышка. Возможно, в будущем году еще хуже будет. Мы зависим от погоды. Продолжаются мероприятия, направленные на борьбу с коричневым мраморным клопом в Абхазии. Министерство сельского хозяйства информирует, что в каждом районе республики под контролем управления сельского хозяйства администрации районов осуществляется бесплатная выдача гражданам республики средств фитосанитарного назначения для борьбы с клопом. Для жителей города Сухум выдача ядохимикатов осуществляется под контролем службы защиты растений Минсельхоза. Пункты выдачи средств фитосанитарного назначения. Город Сухум, муниципальное управление, санэпидстанция, улица Воронова, 34, Алла Беляева, телефон 226 1046. Гагарский район, отдел сельского хозяйства в администрации района, Геворг Горонян, телефон 991 66 75. Гудаутский район, управление сельского хозяйства в администрации района, Юрий Кварацхелия, телефон 770 40 87. Сухумский район, отдел сельского хозяйства в администрации района, Домей Тужба, телефон 994 99 05.
Гулрыбский район, управление сельского хозяйства в администрации района Рафик Григорян, телефон 770-68-78. Ачимчирский район, управление сельского хозяйства в администрации района Ишсоу-Гургулия, телефон 927-28-35. Давида Ашуба, телефон 771-03-97. Тхуарчалский район, управление сельского хозяйства в администрации района Амиран Джинджолия, телефон 993-51-02. Галский район, управление сельского хозяйства в администрации района Тамас Цвижба, телефон 770-16-86. В рамках российского культурно-просветительского выставочного арт-проекта «Ближе к звездам» в Сухуме в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскера открылась передвижная выставка художников-космистов, членов Российского творческого объединения «Созвездие видений». В экспозицию вошли 25 произведений, выполненных в разных жанрах – живопись, графика, линейная графика, текстильная пластика. А эксклюзивным дополнением экспозиции стала художественная работа, не так давно побывавшая на борту Международной космической станции «Мир». Передвижная выставка российских художников-космистов будет открыта для посетителей 2 недели. Борис Шеликович пригласил меня принять участие в «Библионочи». На «Библионочи», так сказать, вот я познакомился с абхазскими поэтами, литераторами, я сам поэт. И поскольку я занимаюсь выставочной деятельностью, у меня возникла мечта привести сюда выставку. Работы наших художников, они относятся как и к космонавтике, собственно говоря, так и вот к этому космизму. Техники и жанры самые разные. То есть что-то выполнено в текстильной пластике, что-то выполнено в линейной графике, что-то в живописи, что-то в какой-то другой технике. Но все наших художников объединяет нестандартность мышления и виртуозность выражения тех мыслей о единстве космоса земного, космоса человеческого и космоса звездного. С 16 по 23 августа на территории российской военной базы в Гудауте проводится международный детский слет АБВ-2018 «Азбука безопасности и выживания». Накануне после официальной части открытия на плацу базы выступили художественные коллективы и личный состав разведывательного подразделения с демонстрацией приемов рукопашного боя, упражнений на выносливость и ловкость. При этом применялись средства имитации, холостые патроны и домовые шашки. Также участники слета ознакомились с современными образцами стрелкового оружия. Всего в церемонии открытия слета приняли участие более 100 детей из России, Абхазии и Южной Осетии в возрасте от 8 до 17 лет, а также военнослужащие базы со своими семьями, почетные гости и представители общественных организаций стран-участниц. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Вторник, 21 августа, объявлен праздничным нерабочим днем Курбан-Неха. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Республики Абхазия Геннадий Гагулия. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу днем и в воскресенье ночью и утром кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.